саммитына багышланган матбугат очрашуын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Рәдиф Рифкат улы Җамалетдинов, Казан федераль университетының филология һәм мәдәният-ара коммуникацияләр институты директоры. Резида Фаил кызы Мөхәммәтшина, Казан федераль университетының филология һәм мәдәният-ара багланышлар институтының Бодуэн де Куртен исемендәге рус теле һәм мәдәният-ара коммуникацияләр югары мәктәбе деканы. Рамил Хәмит улы Мирзахитов, филология һәм мәдәният-ара багланышлар институтының Габдулла Тукай исемендәге милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе деканы һәм Фәнүзә Харис кызы Тарасова, филология һәм мәдәният-ара багланышлар институтының Лев Толстой исемендәге рус һәм чит ил филологиясе югары мәктәбе деканы. Рәдиф Рифкач, иң беренче булып сүз сезгә, кыскача гына саммит хакында анда ничә кеше катнаша быел, кайсы төбәкләрдән? Хайырлы көн, мөхтәрәм җәмәгать. Добрый день, уважаемые коллеги. Без барыгызны да үзебезнең институт һәм университет коллектив исеменнән сәламлыйбыз һәм безнең шушы саммитыбызга булган игътибарыгыз өчен рәхмәтебезне җиткерәбез. Приветствуем от имени Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Благодарим за то, что вы проявляете интерес к нашему саммиту. Как уже из названия вы видите, мероприятие наше проходит в третий раз. Мы уже третий год собираемся в таком формате для обсуждения проблем в области лингвистики. В прошлом году мероприятие также проходило в середине ноября, когда мы выбирали дату проведения нашего саммита. Мы, конечно, ориентировались на день рождения нашего Казанского федерального университета. Я думаю, все вы помните, знаете, 18 ноября Казанский федеральный университет будет отмечать свой очередной день рождения. В прошлом году в работе нашего саммита принимало участие ученые из 28 стран и порядка 70 регионов Российской Федерации. В этом году, конечно, ситуация чуть-чуть изменилась, и в нынешнем году заявились для участия в работе саммита ученые из 18 стран мира и из 65 регионов Российской Федерации. В этом году у нас есть очень серьезное изменение в формате работы саммита. Во-первых, саммит состоит из двух частей. Первая часть – это чисто научно-практическая. Там мы планируем провести конференцию, которая называется «Современная лингвистика от теории к практике». В работе конференции будут принимать участие порядка 670 ученых, в том числе, как я уже отметил, будут принимать участие и ученые из других стран. Вторая часть нашего саммита состоит из лингвометодического фестиваля, где 3 дня мы будем работать с нашими школьными учителями. Учителями в области русского языка и литературы, татарского языка и литературы и с учителями иностранных языков. Для участия в работе фестиваля на сегодняшний день зарегистрировалось более 900 учителей и педагогов не только из Татарстана, но и из многих регионов Российской Федерации. Если быть точнее, это 22 региона Российской Федерации. По фестивалю, я думаю, мои коллеги еще более подробно расскажут. Что касается первой части конференции, очень плотная программа у нас получилась. Работу ежедневно мы будем начинать в 9 часов, и где-то до 18-19 часов запланированы выступления и обсуждение научных проблем. Нас очень радует то, что проявили интерес к нашему саммиту не только ученые Республики Татарстан, Российской Федерации, но и ученые из других стран, а также радует то, что в работе конференции будут участвовать главные редактора международных изданий, которые индексируются в базах данных Scopus и Web of Science.
В частности, в работе саммита будут участвовать руководители 4 ведущих журналов. Если вас будет интересовать, кто конкретно, мы озвучим. И радует то, что на уровне Российской Федерации на нашем саммите, для участия в работе нашего саммита тоже приедут известные ученые. Это такие ученые, как Дыбо Анна Владимировна, известный тюрколог, Чудинов Анатолий Прокопьевич, Карасик Владимир Ильич, Слышкин Геннадий Геннадьевич, Поликарпов Александр Михайлович и еще многие другие ученые. Предусмотрена еще и культурная программа. В частности, в понедельник, 14 числа, мы во второй половине дня силами творческих коллективов нашего института и университета покажем и небольшой концерт для наших участников. И хотел бы остановиться еще на одном моменте. Официальное открытие саммита состоится 15 числа, начало в 9 часов. И если будет возможность такая, конечно, мы бы очень просили журналистов подойти чуть пораньше, к 8:30 запланирован еще и пресс-подход. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, мы готовы отвечать. Ради верификации, то есть 15 ноября Татарстана 2, в здании Института филологии и массовых коммуникаций. Да. Улица Татарстана, дом 2, здание Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Спасибо. Спасибо большое. Резида Фаильевна, передаем слово вам. Скажите, пожалуйста, что в рамках фестиваля русского языка будет в этом году? Возможно, общая какая-то тематика объединяет, возможно, какие-то секционные работы, работа по секциям будет. Спасибо за вопрос. Мне хочется сказать, что программа действительно очень широкая. Она включает в себя и русский язык, и русскую литературу. Но прежде всего я хочу сказать, что в рамках саммита будет проходить второй этап презентации виртуального тура «Казань. Толстой университет». Первая презентация, первый тур этой презентации состоялся в прошлом году. И на эту презентацию приезжал Владимир Ильич Толстой, праправнук великого русского писателя, советник по вопросам языка, культуры, президент Российской Федерации. И приезжала директор музея-заповедника «Ясные поляны» Екатерина Александровна Толстая. И в этом году они тоже приедут, и мы показываем вторую часть вот этого продукта виртуального тура. Это уникальный проект. Дело в том, что Казани очень повезло. Наверное, ни один российский город не может похвастаться такой связью с именем Толстого. Здесь учился Лев Николаевич Толстой, здесь учились его братья, и губернаторами много лет были его родственники, да, толстые. И поэтому все, что связано с толстыми, эти материалы собраны, оцифрованы, и они размещены на международную платформу Эльзевир. То есть это очень хорошая возможность использования для туристов, да, как туристический гид. Это и прекрасные электронно-образовательные ресурсы, потому что их можно использовать в обучении студентов, особенно в обучении студентов иностранных русскому языку. Протяженность этого тура более 15 километров. То есть каждая точка Казани, связанная с Толстым, это видеоряд, это музыкальный ряд, это перевод на татарский, английский, китайский язык. Потому что этот ресурс будет использоваться для обучения китайских студентов и студентов из других зарубежных стран. И мы в этом году хотим показать Владимиру Ильичу и Екатерине Александровне Толстым уже второй этап. Там уже задействованы актеры наших театров городских, будет озвучка уже этого материала. Кроме этого, мы еще покажем нашим гостям отрывок из спектакля по произведению Льва Толстого «Кавказский пленник» на татарском языке. Вы знаете, что тема очень актуальная, тема войны и мира. И вот силами студентов, силами
наших руководителей, да, этой театральной группы «Мизгель», будет показан этот спектакль. Ну и, конечно, все это перерастает, переходит в работу фестиваля учителей русского языка и литературы. 17 ноября мы начинаем в 10 часов, и аудитория будет очень широкая. Это учителя со всех районов Республики Татарстан. Конечно, это прежде всего учителя-новаторы, учителя-экспериментаторы. Это те, кто входит в группу подготовки учеников к ЕГЭ. То есть вот эти вот основные, да, наши отряды учителей, которые отвечают за качество знаний. Это те преподаватели, учителя, которые готовят детей к Олимпиаде по русскому языку, по русской литературе. И они придут к нам, и мы поделимся с ними новыми методиками, новыми технологиями. Будут семинары, мастер-классы, лекции. Будет пленарное заседание. На пленарном заседании мы предлагаем встречу и выступление ведущего эксперта Федерального института педагогических исследований, кандидата педагогических наук Дощинского Евгения Анатольевича. Дощинский новый человек, да, он в этом году только возглавил ЕГЭ по русскому языку, то есть это директор ФИПИ по русскому языку. И первый регион, куда Роман Анатольевич приезжает, это Республика Татарстан. Еще ни один регион с Дощинским не встречался. И поэтому у наших учителей русского языка и литературы будет возможность узнать о изменениях в ЕГЭ по русскому языку, о перспективах изменения моделей ЕГЭ по русскому языку и задать ему вопросы. Вторым нашим почетным гостем фестиваля учителей русского языка и литературы будет Добротина Ирина Нургаиновна. Ирина Нургаиновна является заведующей лабораторией филологического общего образования Института содержания и методов обучения Российской академии образования. Наверное, еще не все знают, что в этом году принят новый ФГОС, новый федеральный государственный стандарт общего образования по русскому языку и литературе. Естественно, что очень много нового, о которых еще учителя не знают. А им предстоит уже начинать работать по новым стандартам. И поэтому Добротина Ирина Нургаиновна расскажет о новых стандартах, расскажет это практикоориентированно, то есть очень доступно, что ждет учителей, на что мы сегодня настраиваем филологическое общее образование. Действительно, это вопросы очень важные, потому что вы знаете, что русский язык и литература — это особенные предметы, они связаны с идеологическим направлением, с подготовкой будущих граждан Российской Федерации. В рамках этого фестиваля можно будет послушать Сорокину Татьяну Викторовну, это доцент кафедры русской литературы, который расскажет, как готовить детей к олимпиадам. Это работа с одаренными детьми. Всегда есть дети, которые хотят расти, которые хотят знать больше в области филологии, литературоведения. И здесь тоже будет очень интересный доклад. Выступит профессор кафедры русской литературы, доктор филологических наук Лия Ефимовна Бушканец. Она расскажет о литературном краеведении, о том, какой материал богатый, да, по истории Казани, по истории нашего Казанского края можно использовать на уроках литературы и русского языка. И еще одна особенность нашего фестиваля, что будут выступать сами учителя. То есть вот это 4 доклада — это профессионалы, это профессор, доцент, это руководитель ФИПИ, а остальные выступающие — это учителя казанских школ и школ Республики Татарстан. Они поделятся своим опытом, своими технологиями. И мне хочется сказать, что наш фестиваль учителей русского языка и литературы проводится под эгидой Российского общества преподавателей русского языка и литературы РАПРЯЛ и проводится под эгидой АСУЛ, Ассоциации учителей литературы и русского языка. Это общероссийские организации, которые объединяют сотни тысяч учителей и которые являются флагманы в современном образовании. И я думаю, что учителям будет очень интересно. Повезет тем, кто попадет на этот фестиваль. И мы очень надеемся, что они, вернувшись в свои районы, в свои школы, расскажут это всем другим учителям. И тогда мы будем уверены, что учителя Республики Татарстан будут всегда впереди планеты всей.
Спасибо вам большое. Рамиль Хамидович, сізге көшейік. Татар тіліне бағышлаған фестиваль қысаларында программасында нелер болашақ, һәм білуімше татар әдебиетіне бағышлаған айрым бір конференция ұйыштыруда қаралған. Исәмесез, бик рәхмәт сорауыгыз өчен. Менә быелгы саммитта айрым татар теле әдәбиятына кагылышлы мәсьәләләрдә тикшереләчәк. Саммит күләмендә дә айрым бер секцияләр дә бар. Мәсәлән, күп милләтле дөньяда төрки телләр дигән айрым секция, нәкъ менә төрки телләрдәге тел проблемаларын тикшерүгә, анализлауга багышланган. Инде нәкъ менә татар теле әдәбияты укытучыларының фестиваленә килсәк, ул безнең 19 ноябрь көнне, шимбә көнне булачак. Көн дәвамында бары тик татар теле әдәбияты укытучылары белән генә без айрым бер фестиваль үткәрәчәкбез. Ул ике өлештән торачак фестиваль. Беренче өлешендә аның безнең республикада быел балаларны 9 класстан соң татар теленә әдәбиятыннан имтиханнарга әзерләү буенча республиканың комиссия рәисләре чыгыш ясаячак. Татар теле буенча комиссия рәисе, татар әдәбияты буенча республиканың комиссия рәисе һәм рус мәктәпләрендә укытыла торган татар теле юнәлеше буенча комиссия рәисе. Шулай ук республиканың безнең Татарстан Республикасында белем сыйфатын мониторинглау республика үзәге бар. Менә шу республика үзәгеннән белгечләр, специалистлар килеп безнең татар теле әдәбияты укытучыларына быелгы йомгаклау аттестациясының 9 класслар өчен булган йомгаклау аттестациясының төп үзенчәлекләрен сөйләячәкләр. Нинди аермалы яклары бар башка еллар белән караганда һәм нинди үзенчәлекләре. Һәм фестивальнең икенче өлешендә республикабызда бүгенге көндә үзләренең дәресләре белән, үзләренең бүгенге көндә хезмәтләре белән дан казанган дип әйтергә кирәк укытучылар, хөрмәтле укытучыларның ачык дәресләре, мастер-класслары үтәчәк. Менә мәсәлән, быел гына безнең республиканың Казан укытучысы Габдинова Зиля Афхатовна Россия күләмендә 15 иң яхшы укытучы исемлегенә керде. Менә ул булачак, ул безнең ачык дәрес күрсәтәчәк җыелган укытучыларга. Биектау районы, Кукмара, Арча районыннан иң алдан укытучылар килеп дәрес күрсәтәчәкләр барлыгы. Аның инде программасы бар. 16 урта мәктәп укытучысы башка коллегалары алдында үзләренең мастер-класслары белән чыгыш ясаячаклар. Һәм соңыннан шушы мастер-классларны бергәләп анализлау, тикшерү каралган. Гомумән алганда бүгенге көндә менә бу фестивальгә 240-тан артык кеше инде язылды. Һәм без бу укытучыларга бу фестиваль шулай ук бик файдалы һәм кирәкле булыр дип дигән фикердә калабыз. Нәкъ менә саммит көндәрендә безнең тагын бер халыкара фәнни конференция үткәрү күздә тотылган. Ул шулай ук җомга шимбә көннәрендә 18-19 ноябрь көннәрендә булачак. Ул көнчыгыш әдәби эстетикасы һәм фәлсәфи фикере контекстында татар әдәбияты белеме дип атала. Һәм менә бу конференция безнең нигездә багышланган күп еллар безнең университетыбызда эшләгән һәм гомумән татар әдәбиятын өйрәнгән татар әдәбияты галимнәре, корифейлары, профессорлары Резеда Кадыровна Ганиеваның, Азат Ахмадулла улы Ахмадуллинның һәм Рифат Хасанович Сиригинның туган көннәренә, юбилейларына бу 3 галимгә дә быел нәкъ 2022 елда 90 яшь тулды. Резеда Кадыровнага менә октябрь аенда, Азат Гыйльмулла Ахмадуллинга шулай октябрь аенда, Рифат Хасанович Сиригинга 1 августта. Рифат Хасанович әле бүгенге көндә үзендә исән-сау һәм бу конференциядә ул үзендә киләчәк, чыгыш ясаячак. Һәм менә 2 көн дәвамында шушы галимнәребезнең тормыш юлын, аларның әдәби эшчәнлекләрен, фәнни эшчәнлекләрен тикшергән докладлар булачак. Монда нигездә Татарстан, Татарстаннан читтәге регионнар, Башкортстан вәкилләре катнаша һәм чит илләрдән чыгышлар булачак. Казакъстаннан, Үзбәкстаннан, Төркиядән, Азәрбайҗан галимнәре катнаша. Менә шундый зур конференция оештыруга уйлап торабыз. Аның ачылышы 18 ноябрьдә җомга көнне сәгать 10-да булачак. Татарстан 2 адресы буенча килергә теләгән кешеләрне пленар утырышка чакырабыз. Рахмет сізге. Фанза Харисовна, и тогда коротко про фестиваль иностранных языков. Микрофон включите, пожалуйста.
Мне бы хотелось еще несколько слов сказать о тех научных направлениях, которые были заявлены у нас в этом году в рамках нашего международного лингвистического саммита. Хочется сказать, что это не только те актуальные проблемы, которые стоят перед научным сообществом, но также Институт филологии и межкультурной коммуникации хочет поделиться теми научными исследованиями, которые ведутся преподавателями, руководителями наших научных лабораторий, такими как Соловьев Валерий Дмитриевич, Солнышкина Марина Ивановна, Горобец Елена Анатольевна. Поэтому в этом году мы заявили 10 научных секций. Это компьютерная и корпусная лингвистика, когнитивная лингвистика, где мы занимаемся и сложностью текстов, также клиническая и нейролингвистика и психолингвистика. Это лаборатории, которые возглавляет Горобец Елена Анатольевна. Также такое научное направление, как традиционная лингвистика, ее цифровая трансформация. Мы знаем, что в последнее время цифровизация и электронные образовательные ресурсы очень входят часто в наш образовательный процесс, и это, наверное, необходимо, так как это способствует и самообразованию не только наших ученых, но и также наших всех обучающихся. В рамках научного международного лингвистического саммита также мы поднимаем вопросы русского языка, татарского языка и иностранных языков. Конечно, достижения нашего института в научном направлении, мы не раз уже высказывались о этих достижениях и на всероссийских международных конференциях. И нам бы, конечно, хотелось поделиться не только в пределах Республики России, но также и со всем международным сообществом. И поэтому традиционно уже приглашать на Международный лингвистический саммит это научных редакторов журналов, которые рецензируются в базе данных Scopus и Web of Science. На данную конференцию мы пригласили редакторов 4 журналов. Это «Вестник» Российского университета дружбы народов, «Вопросы теоретической и прикладной лингвистики», а также будет главный редактор журнала «Русистика». Думаю, что сотрудничество с главными редакторами позволит нам также распространить опыт, то, чем занимается наша республика, то, чем занимается Казанский федеральный университет в международное сообщество. Вопросы татарского языка, русского языка, иностранного языка, как уже сказали мои коллеги, будут затронуты на научных конференциях. И очень логично было соединить это с фестивалем для учителей. Поэтому 18 числа мы проводим фестиваль для учителей иностранного языка. Это традиционный фестиваль, и это очень значимо, потому что Институт филологии и межкультурной коммуникации является одним из ведущих вузов, которые готовят педагогические кадры в области иностранных языков. На пленарном заседании планируется выступление председателя региональной ассоциации учителей и преподавателей иностранных языков, а также выступление директора начальной школы Казанской международной школы. Вся работа саммита построена в интерактивной форме. И мы выделяем 5 направлений, по которым учителя по своему выбору могут посетить те или иные секции. Одно из направлений – это обучение дошкольников и младших школьников иностранным языкам. Следующее – это электронные образовательные ресурсы, которые, как я уже сказала, очень часто используются при формировании основных компетенций, при обучении языкам. Кроме этого, это тестирование и средства оценивания качества обучения.
В этом году мы предлагаем новую секцию. Это секция для начинающих учителей, молодых учителей, которые еще вчера были нашими студентами. Ну и, конечно же, большое внимание будет уделяться проблемам подготовки к олимпиадам и тестам и работы с одаренными детьми. Будут выступления, посвященные и обучению иностранному языку в инклюзивном образовании. Кто проводит мастер-классы? Если на научной конференции мы говорим о теоретических вопросах, о проблемах, которые возникают, то в этом году мы пригласили на наши мастер-классы это руководители методических объединений, абсолютных победителей федерального гранта, это Денис Петрович, призеры Всероссийского конкурса учителя 2022 года. Также это председатели предметных комиссий, которые занимаются непосредственно государственной итоговой аттестацией по иностранным языкам. Хочется сказать, что в рамках этого фестиваля планируется не только проведение мастер-классов, но также и лекции, которые дадут для учителей школ наши ученые по теории, методике преподавания иностранных языков. Еще раз хочу повториться, что данный фестиваль будет проходить 18 ноября, и мы приглашаем всех желающих, всех педагогов. Есть еще время зарегистрироваться. На сегодняшний день уже зарегистрировалось более 350 учителей. Если можно, я несколько слов еще добавлю, чтобы было понимание, полное понимание. То есть саммит проходит с 14 по 19 число. Первые 3 дня – это у нас конференция, научно-практическая конференция 14, 15 и 16 числа. 15 числа у нас торжественное открытие саммита. Дальше уже 17, 18 и 19 числа лингво-методический фестиваль. 17 числа лингво-методический фестиваль посвящается проблемам русского языка и литературы, то есть работаем с учителями русского языка и литературы. 18 числа мы работаем с учителями иностранных языков, и 19 числа работаем с учителями татарского языка и литературы. Кроме того, как Рамин Хамитович отметил, 18-19 числа у нас параллельно еще будет проходить конференция, посвященная проблемам литературы, литературоведения. И еще, пользуясь предоставленной сегодняшней возможностью, я хотел бы поблагодарить наших соорганизаторов. Мы данные мероприятия уже 3-й год проводим совместно с Российской академией наук. Это Институт языкознания. Основной институт располагается, этот институт располагается в Москве. Институт лингвистических исследований Российской академии наук располагается в Санкт-Петербурге. Российская академия образования находится в Москве. И мы еще плотно работаем с Министерством образования и науки Республики Татарстан. Особенно в этом году мы в части организации лингвометодического фестиваля все вопросы организовываем, согласовывая с Министерством образования и науки Республики и ощущаем их очень серьезную поддержку в организации проведения данного мероприятия. Кроме того, в организации проведения нашего саммита нам серьезную поддержку оказывают наши партнеры. Это Российское общество преподавателей русского языка и литературы, Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Ассоциация учителей литературы, также это региональная, вернее, всероссийская организация, а также Национальная ассоциация преподавателей иностранных языков. Я, пользуясь еще раз возможностью, хочу поблагодарить всех руководителей данных организаций и коллективы этих учреждений. И, конечно, хотелось поблагодарить вас, Лейсан Наилевна, и Татар-Информ, Татмедиа за информационную поддержку нашего мероприятия. Спасибо. Благодарю вас, Радик Рифкатович. Уважаемые коллеги, переходим к вашим вопросам.
Да, конечно. Добрый день, Евгения Чеснокова, Республика Татарстан. У меня вопрос, во-первых, к Радифу Рифкатовичу. Значит, по поводу иностранных участников. Вот у вас, я посмотрела, заявлены там, в том числе Франция, США. То есть были ли какие-то сложности, приедут ли они действительно? Вот. А второй вопрос, я, может, просто сразу озвучу, Президе Фаилине, по поводу вот этой проекта «Толстой», да, «Толстой Казань», «Толстой университет». То есть я правильно понимаю, что это какой-то туристический маршрут будет или что? Вот хотелось бы подробности какие-то, да? Ну вот. Большое спасибо вам за вопрос. Как мы уже отметили, в этом году в работе нашего саммита принимают участие 18 наших зарубежных исследователей. Основная часть, конечно, этих участников, они будут работать с нами в онлайн-формате. А наши коллеги из Республики Узбекистан, они в полном составе приедут, и вот мы ожидаем в субботу, завтра прилет порядка 28-30 наших ученых, в том числе руководителей, работающих в различных научных и образовательных организациях Республики Узбекистан. Это и руководители вузов, это и заведующие кафедрами, это и рядовые исследователи. И нас очень радует то, что последний год мы очень плотно работаем с Государственным центром тестирования Республики Узбекистан. Очень полезный опыт мы перенимаем у них. Несколько раз посетили данный центр, и коллеги приезжают к нам, в том числе и для изучения нашего опыта. Мы надеемся на то, что в последующем наше сотрудничество оно продолжится, и будут наши совместные успехи. Спасибо. Спасибо за вопрос. Данный проект разрабатывается вместе Институт филологии и межкультурной коммуникации и Музей Казанского федерального университета во главе с Фроловой Светланой Анатольевной. Это не столько туристический тур, нет, это образовательный ресурс на международной площадке Easy Travel. То есть это то, что можно использовать в учебном процессе, и то, что можно, например, использовать и в развитии туристических каких-то вот идей, направлений, да, в Казани. Поэтому на первом этапе презентации этого тура был и министр культуры Республики Татарстан, и Министерство по делам молодежи и спорта. То есть это можно в телефоне закачать, да, одеть наушники и, например, идти по этому маршруту, он более 15 километров, по Казани, которые связаны с именем Толстого и с именем Толстых. И это интересный рассказ, именно материал содержательный готовят наши ученые. Да. Это есть возможность и видеоряда, да, если сесть за компьютер, допустим. Это и музыкальный ряд песни того времени, да, когда Толстой был студентом. И, в общем, огромная вот эта вот информация, да, краеведческая, литературная, этнокультурная, это огромный труд, потому что это все по крупицам собиралось, выстраивался маршрут. И вот мы сначала презентовали в прошлом году как бы первую часть, в этом году мы презентуем вторую часть этого виртуального тура. И, конечно же, будет еще и продолжение. И для озвучки даже вот этого материала мы привлекаем профессионалов, актеров наших казанских театров. То есть это будет на очень высоком профессиональном уровне. И его можно будет использовать как и туристический там, материал для наших гостей. Его можно будет использовать при обучении русскому языку иностранцев. Я еще раз повторяю, что этот материал при желании можно прослушать на русском, на татарском, на английском и китайском языках. Но пока это все в работе. Президент Фаилина, можно я тогда задам уточняющий вопрос? А горожанам города вы будете презентовать этот проект? Потому что в рамках, получается, конференции его кто-то увидит, а, например, те же самые... Ну, наверное, мы это можем сделать только когда он будет полностью готов. Ну да. Да. И потом, в принципе, вот в создании этого продукта вкладываются большие финансы. И, наверное, нам бы хотелось какой-то тоже материальной поддержки, софинансирования со стороны города, со стороны тех
как говорится, органов власти, которые заинтересованы, да, в развитии туризма, чтобы Казань был Это таким Государственный центром комитет по туризма. туризму Республики Да, да. Татарстан. То есть пока мы работаем, а потом, конечно, мы же открыты к сотрудничеству, и мы готовы поделиться и с горожанами. Отлично. Спасибо большое. Еще вопросы, уважаемые коллеги? Сұрауларыңыз болса, рахмет етіңіз. Менің бір генә ушундай сұрау туды, ол мұғайны Рамиль Хамидович сізге болар. Бүгінгі күнде біз былтыр бетінде білеміз, егіні фақат бір генә бола берді татар тілінде. Міне әлеге темаға оқытушылар жиылған, енді татар тілі һәм әдәбияты оқытушылары жиыла бит. Ол хакта да нинди болса сөйләшүләр булачакмы? Biz mana bu O'qituvchilar festivalining programmasini Ma'rif ham fan ministrligi ham Ma'rif ham fan ministrligidagi milliy bo'lik bilan hamondagi bilgichisliklar bilan birga ishladik. Bu bizning o'zimizning institut ishlagan bir to'g'ri ko'ra mana olar bilgan temalar ham olar bilgan o'qituvchilar. Lekin bu festivalning tub temasi 9-klass bolaların 9-klassni tamamlaganda chiqarilish imtihonlarini beru tatar tilinden, tatar edebiyatından tüp basım şuna yasalaşaq. Anlaşıldı, рахмет. Тагын сұраулар? Тогда я еще раз напоминаю, что 15 ноября состоится непосредственно открытие саммита, и журналистов приглашают к 8:30 на пресс-подход, а уже в 9 часов будет официальное открытие данного саммита, и мы со своей стороны желаем, естественно, плодотворной работы, потому что очень большая работа действительно будет проделана на протяжении практически всей следующей недели. И, уважаемые коллеги, также приглашаем вас активно принять участие в работе саммита и в его освещении. Организаторам удачи и успехов. Бик зур рахмет, Лейсан Наилевна, бик зур рахмет сізге, хөрмәтле журналистлар. Большое спасибо всем.